Soğuk zamanı için finans yardımını kabul etmediğini insanlar primariyalarda sosyal hizmetçilerine danışsınlar lazım. Bu uzmanlar 7 gün haftada işleyirler ki tatis hepsinden dokumentleri kabul etme. Bu takım kararı sağlığı hem sosyal korumasında bakanlığı kabul etti. Kurumun başı Svetlana Duleva açıkladı. Sonuçta bu listeleri uzmanlar tamamlayacaklar. Sayıya alınacaklar onlar kim kendiliğinden dokumentleri vermeye gelmedi ama bu пособия hakkı var. Кто-то не захочет пойти постоять в очереди в примарии, получить эту справку. Мы будем, после того, как все подадут, выявлять все эти семьи и стараться самим приглашать их для того, чтобы они все-таки подали. Soğuk zaman için ödemeklerin programması değişildi. Şimdiye de konu vardı nasıl kabul etsin 2 ya da ziyade kişi aileden. Şimdi ise para ödenir bütünden aileye, urguladı Svetlana Duleva. И неважно, может быть, в семье проживает один пенсионер, один инвалид, или это многодетная семья, и там еще есть пенсионер. В любом случае, получателем является семья. Оно получает одно пособие. Vermeye danışmakları yakışacak fevral hem mart aylarında da urguladı Svetlana Duleva. Даже если житель подаст заявление в 30 марта, он получит за все 3 месяца, за январь, февраль и март. Хочу успокоить население и призвать население. Не паниковать, не толпиться ни в каких очередях. Спокойно. Если есть большая очередь, можно прийти на следующий день, через день. Vermediğini danışmakları soğuk zamanı için ödemekler için lazım getirme dokumenti nerede belli edili kim hem kaç kişi var ailede. Onu primariyalar verirler. Radyonun redaksiyasına Kirill Statov telefon açtı. O söyledi kimi köylerde bu uğurda yaşayanlar zorluklarla karşı gelirler. Справка о состав семьи не выдается, пока не заплатишь налог по хозяйству. Svetlana Duleva açıkladı. Bu soy problemalar için sağlığı hem sosyal korumasında Başbakanlığına da kimseyi ağlaşmadı. O danıştı yaşayan punktların öndürücülerine ki onlar köstek koymasınlar da hepsi insanlar kendi haklarını kullanabilsinler. Я призываю примарий не создавать людям дополнительных препятствий для получения этой справки. Я думаю, что даже если у них есть такая ситуация, они должны найти другие какие-то законные методы, чтобы люди заплатили налоги. Но не выдачей справки о составе семьи, я думаю, что они где-то что-то нарушают. Soğuk zamanı için пособиеyi 8 türlü aileler kabul etsinler var nasıl. Svetlana Duleva sıraladı onları. Первое – это семья, в которой имеется пенсионер любого возраста, вышедший на пенсию по возрасту. Вторая категория – это семья, в которой имеется инвалид первой группы, будь то ребенок, будь то взрослый. Если он имеет сертификат об инвалидности с первой группой, то он тоже подлежит. Третья категория – это инвалиды детства старше 18 лет всех 3 категорий. И первой, и второй, и третьей. Четвертая категория – это многодетные семьи, где 4 и более детей. Пятая категория – это семьи по потере кормильца. Шестая категория – это семьи, где есть участник афганской войны. Седьмая категория – это семьи, где есть участники чернобыльских событий. И 8-я категория – это новая категория, которую мы внесли в это постановление. Участники силовых структур, которые у нас есть и в другой программе, но с этого года мы в эту программу тоже их внесли, они тоже будут получать пособие. Onlar kim fevralda ya mart ayında pensiyaya çıkacaklar hep öyle var nasıl versinler dokumentlerini soğuk zamanı finans yardımını kabul etmek için çizgiledi Svetlana Duleva. Приходит к нам в феврале с пенсионным удостоверением, но он уже получит в феврале и марте. Soğuk zamanı için пособиеyi Moldova'nın bütçetinden Gaguz yerinde 10.000 aile kabul eder. Onlara avtonomiyanın bütçetinden ta 200 lei ayda verilecek. O ailelere ise kime devletten bu soy пособие verilmir, ayda 700 lei Gaguz yerinden ödenecek. Programaya göre ödemekler 5 ay sürterler. Noyabr'den Mart ayına kadar.